Великий чешский педагог Ян Амос Каменский как-то сказал: читать и не понимать – то же, что совсем не читать. Будут ли понимать прочитанные на родном языке наши потомки через 100 ближайших лет? И речь идет не только о сложных уже для нашего восприятия произведений, написанных с использованием старотатарской лексики Габдуллы Тукая, Маджида Гафури, Дардменда. Смогут ли наши дети в целом понимать и, главное, любить литературное наследие своего народа? Вопрос весьма риторический. Нет ответа и на вопрос, где лучше сохраняются и развиваются родные языки в сложную для всех народов эпоху глобализации. Кто-то уверен, что прежде всего язык сохраняется в семье. И я тоже с этим согласен. Но ни в коем разе нельзя отрицать роль школы. Ведь только образование на родном языке и изучение родного языка в школе способно взрастить поколение, знающее культуру, все богатое духовное наследие своего народа. И еще один немаловажный акцент я хотел бы сделать сегодня. Помните, во время баталий по вопросам преподавания государственных языков в школах Татарстана некоторые родители громогласно заявляли: моему ребенку не нужен второй государственный язык республики, это лишняя нагрузка и так далее и тому подобное. Они упорно не желали понимать и до сих пор не понимают, что полилингвальное образование приносит только пользу любому человеку, делает его более успешным и конкурентоспособным. Сегодня Россия в условиях бесчеловечных санкций Запада разворачивает свою политику на восток. Теперь вы, я надеюсь, понимаете, как важно и полезно знать татарский язык для налаживания экономических связей с Турцией, Казахстаном, Киргизией, другими тюркскими странами. Такие специалисты уже сегодня на вес золота. Теперь в этот список языков обучения в школе надо бы уже добавить и китайский, а не тратить время на бессмысленную и вредную для будущего наших детей борьбу.